Определение ключевых трудностей и барьеров в развитии гражданского сектора, подготовка конкретных предложений и решений для укрепления гражданского общества, а также оценка современного положения общественных организаций и инициатив в Абхазии. С такой задачей собрались в Доме Москвы абхазские и российские эксперты. Команда Абхазии на сегодняшний день занимается разработкой проектных решений. Они связаны с развитием как самой республики, так и республики в части системы разделения труда мировой. То есть мы не можем рассматривать ни одну территорию, развитие ее, если мы не рассматриваем ее в контексте взаимосвязи всегда с другими территориями. Какую бы проблему мы ни затронули на наших научно-практических мероприятиях, она остается актуальной, потому что системный кризис, в котором мы пребываем, он касается социальной жизни нашего общества, и экономики, и политики. И вот эта иерархия проблем, которую вот я для себя выстроила, да, в центре самой большой проблемы как раз это государственное управление. То есть здесь нужно менять подходы, здесь нужно решать серьезные проблемы, потому что от управленческих решений, на наш взгляд, сегодня зависит очень многое. Круглый стол был организован командой Абхазии под руководством Елены Жилиной, финалистки конкурса. Эксперты из Абхазии и России обсудили вопросы, связанные с культурой, развитием социума, экономики, права. Сегодня у нас вот последняя наработка, какая у нас есть, это вот как раз-таки мы взяли за основу герб Республики Абхазия. И в контексте как раз-таки в преддверии, мы еще не знали, что будет одна команда работать по культурному коду, и мы до этого опубликовали эту статью, и как раз-таки вот все эти устремления, как предпосылки, они там, собственно говоря, выражены, и нам удалось, как мне представляется, на сегодня, думаю, соединить прошлое, настоящее, будущее, с тем, что есть на чем стоять, то, что поможет шагнуть в будущее. И как раз-таки герб Республики Абхазия, образ взятый из нардского эпоса, хочу подчеркнуть, что это очень как раз в части паттернов есть возможность и онтологические моменты, и все остальное, все это увязывать, что образ поведения, культурный код, это такие поведенческие установки, да, они просто необходимы. Но их надо увязывать с современностью, иначе происходит разрушение социальной ткани, и это, конечно, чревато очень нехорошими последствиями. Участники мероприятия нацелены на поиск нестандартных проектных решений для устойчивого развития двух дружественных стран и народов. Доклады экспертов касались основных аспектов общественного развития. Неважно, с каким процессом профессионал имеет дело. Да? В этом смысле с теми процессами, которые обеспечивают образ жизни, экономическую организацию, управление, политическое устройство. Важно, что, занимаясь этим, он рефлектирует это, работая с идеями, вот с этим чистым содержанием, да, по Платону. И тогда он эту функцию вклада в развитие общества и выполняет. И если мы имеем общественные организации, тогда у нас общество имеет тот институт, который обеспечивает ему рефлексию. И там полисубъектная конструкция получается. Да? Вот сколько вы организацию у тебя завезете, и весь вопрос, как они будут закрывать эти процессы, будут ли они их охватывать, тогда вы получаете условия для развития. Важно, чтобы эксперты из Российской Федерации, которые помогают команде Абхазии, могли иметь возможность прямой коммуникации с местными экспертами. Круглый стол, организованный в Сухуми, показал результативность совместной работы. Айлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.